Согласно юридической точки зрения. В соответствии с действующим законодательством местом проживания являются исключительно только жилые помещения. Проект закона об апартаментах, который разработан, предусматривает, что апартаменты могут быть использованы исключительно для временного пребывания граждан. Это одна цель использования, вторая цель использования для коммерческих целей с возможностью сдачи в аренду. Только и исключительно. Если вы позволите, я дальше чисто юридический ряд вопросов прокомментирую. Вот вы привели опыт Российской Федерации, да, конечно, очень интересный опыт, когда мы готовили проект закона, непосредственно изучали опыт разных стран, в том числе и опыт Российской Федерации. Как сказал Джинсух Эдуардович, основная проблема Российской Федерации именно связана с апартаментом. Опыт заключается в том, что на начальном этапе они не смогли отрегулировать. И эта нерегулированность привело к тому на сегодняшний день, что есть иски в судебном порядке, как вы говорите, есть возможность оспаривания статуса на соответствие, является ли это помещение жилым или нежилым. Проект же закона, который разработан, мало того, что определяет конкретные цели использования коммерческого помещения, определяется, что апартаменты не могут быть переведены в жилые помещения. И те жилые помещения, которые на территории Республики Абхазия по факту сегодня есть, не могут быть переведены в апартаменты. Что касается гармонизации законодательства, про которое вы говорили, прокомментировали, на самом деле это открытый документ, Джинсух Эдуардович, насколько я знаю, и там нет пункта, который связан с апартаментами, который определяет статус некоммерческих помещений. Так же, как и жилых помещений. Да. Если вы позволите, я прокомментирую. Что касается купли-продажи недвижимости, этот процесс регламентирован законодательством. Этот процесс уже движется. Мы его с вами остановить или ограничить не имеем права в рамках действующего законодательства. Я вашу точку зрения по этому вопросу хочу услышать. Как мы можем сегодня ограничить то, что действующим законодательством разрешено? Конкретно под конкретных олигархов принимается. Просто открыто надо... Адгур Амирович, если... Что строится апартамент? Никакие это не Адгур апартаменты. Амирович, это никоим образом так, потому что если мы с вами посмотрим проект закона, по сути проект закона, сегодня в соответствии с теми нормами, которые заложены в проекте закона, любое физическое лицо, которое на законных основаниях находится на территории Республики Абхазия, гражданин Республики Абхазия, иностранный гражданин, лицо без гражданства, который соответствует определенным требованиям и тем же ограничениям, которые предусмотрены проектом закона, может приобрести недвижимость. Замечательно, это в том числе и гражданин Республики Абхазия. Закройте. Реплика в адрес Саида Игоревича. Саид Игоревич, при всем... Притом, скажите, пожалуйста, вот мы с вами юристы, да, о каких преференциях мы можем говорить? Преференции в соответствии с законодательством, в соответствии с нормами права, это предоставление более других условий, которые улучшают состояние. Но я с вами категорически не согласна в этой части с юридической точки зрения, исходя из того действующего законодательства и того же проекта закона, который предлагается к рассмотрению, о каких-либо преференциях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении в том числе по вопросу приобретения недвижимости в виде нежилых помещений, как таковое проектом закона не предусмотрено. Что вы говорите? Да, действительно, у нас жилищный кодекс достаточно устарел. Что касается градостроительного кодекса, активно идет работа над градостроительным кодексом, уже принят в первом чтении, разослан в установленном порядке для получения соответствующих предложений и замечаний. То есть работы в этом направлении ведется. Что касается того, что вы говорите, если вы признаете, что меняется инфраструктура и социальная среда, это очень хорошо, и слава Богу. Значит, мы идем к лучшему, мы будем развиваться. Мы должны соответствовать. Если вы не контролируете этот процесс, почему это хорошо? Что значит мы не контролируем процесс? В каком понимании? Из другого государства будет контролировать этот процесс, не вы. Скажите, пожалуйста, масса людей, о которых вы говорите, те лица, которые временно приезжают на территорию Республики Абхазия для временного проживания. У нас очень много туристических стран, куда приезжают туристы для отдыха. То же самое для временного пребывания. А скажите, пожалуйста, в отсутствие политических прав иностранный гражданин каким образом может повлиять на ситуацию в стране? Я намеренно не говорил о политических, потому что это не так важно. Это принципиально важно. Политические права. Постойте. Есть разные другие права, которые активно могут проявлять там, социальные, экономические и так далее.
вы не сможете контролировать. Эти люди будут находиться здесь. Они Да, заинтересованы в да, преобразовании я среды под себя. Это аксиома. Наша Сейчас задача Наталья защитить потом я вам себя дам в слово. первую очередь. Что касается иностранных граждан, их временного пребывания, у нас существует миграционное законодательство. Слава богу, в отличие от жилищного и гражданского законодательства, у нас достаточно современное миграционное законодательство, которое регулирует временное пребывание иностранных граждан на территории Республики Абхазия. И мы с вами наблюдаем по факту сегодня их пребывание иностранных граждан на территории Республики Абхазия. Мы не сможем закрыться, и временное пребывание иностранных граждан на территории другого государства – это нормальные процессы, Это которые новый протекают этап в любом и другие государстве. масштабы. Это новый этап и другие. Но мы не можем говорить о том, что это плохо. Мы должны, да, действительно знаем, контролировать как процессы, Мы не знаем. но мы их не можем Не можем остановить. сказать, Мы что их это не можем хорошо. остановить. Так же, как и вы говорили, что идет застройка на прибрежной территории. Как мы остановим следующий Мы их этап? должны регулировать. На то у нас существует такой инструмент, как правовое регулирование и соответствующие институты государства, с помощью которых Ну мы вот должны это борьба с регулировать. майнингом регулируется? Мы сейчас вопрос апартамента. Нет. Вы же Альбер начинали от Амирович, давайте Гурана сегодня Альбер Амирович, я вы же начинали. хочу вам дать слово.